Степан Васильевич Васильев. Якутский советский государственный и политический деятель, участник борьбы за советскую власть в Восточной Сибири и Якутии. Родился в местности Тойон-Уя Бордонского наслега Мархинского улуса, Вилюйского округа в семье бедняка-скотовода. После окончания Мегжекской начальной церковно-переходской школы в село Малакай и Нюрбинского двухклассного училища 1915 года поступил в Якутскую учительскую семинарию. Принимал активное участие в создании нелегальной боевой дружины в Якутске. По ее поручению выезжал навстречу красногвардейскому отряду Аполлинария Рыдзинского, который сумел 1 июля 1918 года без кровопролития освободить Якутск от вооруженных сил белогвардейцев и впервые установить советскую власть в Якутии. После установления советской власти в Якутске Степан Васильевич Васильев начал активно участвовать в советской работе. Во время контрреволюции он был арестован и сидел в тюрьме в Якутске, затем выслан за пределы Якутии. С декабря 1918 года по декабрь 1919 года был заключен в иркутской тюрьме. После освобождения из тюрьмы был направлен иркутской партийной организацией в Прибайкалье на нелегальную работу в тылу Колчака. Принял участие в разоружении штаба отряда генерала Семенова. Степан Васильевич Васильев является одним из организаторов Иркутского комсомола. В марте 1920 года был избран членом Иркутского губернского бюро РКСМ. Возвратившись в Якутию по поручению Якутского райбюро РКП, начал создавать комсомольскую организацию. С июня 1920 года по февраль 1921 года работал председателем бюро Якутской губернской организации РКСМ. С февраля по август 1921 года заведующим отделом пропаганды и агитации обкома РКП. Одновременно являлся членом губбюро РКП Губревкома. С сентября 1921 года по август 1925 года учился в Москве в Коммунистическом университете имени Свердлова. После окончания учебы в Москве ЦК ВКП направил его в Якутию на руководящую работу в качестве наркома рабоче-крестьянской инспекции. Затем он был избран председателем областной контрольной комиссии ВКП. В апреле 1926 года по предложению Максима Кировича Амосова направлен в длительную командировку в Алдан для подготовки материалов организации Треста золотодобывающей промышленности. После возвращения из Алдана его командировали в Москву по делам организации союзного треста «Якутзолото». Из Москвы вернулся в сентябре 1927 года и был назначен исполняющим обязанности председателя Совнаркома Якутской АССР. На этой должности он работал до марта 1928 года. Член Центральной контрольной комиссии ВКП 1927 по 1934 года. По рекомендации Серго Орджоникидзе с сентября 1928 года по июль 1930 года работал членом партколлегии в Центральной контрольной комиссии ВКП. С июля 1930 года работал руководителем группы цветных металлов ЦКК Наркома рабоче-крестьянской инспекции СССР. 12 апреля 1931 года Степан Васильевич Васильев избран председателем Центрального комитета Союза рабочих добычи и обработки цветных металлов и золота, где работал до 1934 года. Затем последующие 5 лет, вплоть до апреля 1939 года, работал руководителем группы тяжелой промышленности комиссии партийного контроля при ЦК РКП. С мая по ноябрь 1939 года работал директором 2-го авторемонтного завода города Москвы. 6 ноября 1939 года был арестован и необоснованно обвинен как один из создателей и руководителей Центральной якутской буржуазно-националистической организации в Москве, в шпионаже в пользу Японии, во вредительстве и так далее. Погиб в лагере политзаключенных Канин-Нос-Кожвинского района Коми СССР, ныне город Печора, 26 октября 1943 года. В
Впоследствии дело по обвинению Степана Васильевича Васильева и приговор военной коллегии Верховного суда СССР от 18 июля 1941 года были пересмотрены, и дело прекращено за отсутствием состава преступления постановлением военной коллегии Верховного суда СССР от 18 августа 1956 года он был реабилитирован. Имя Степана Васильева носит пассажирский теплоход типа «Москва» 1981 года постройки, с 80-х годов работающий в Якутии на пассажирских линиях Якутск-Нижний Бестях. В 2016 году установлена статуя в Якутске.